чтобы это снять на смартфон, выложить в соцсети, а потом уже приобщить к каким-то отчетам международных организаций, чтобы заявить о гонениях здесь, в Крыму, на крымско-татарский народ или же мусульман Крыма. Поэтому здесь создается просто картинка. Рифат ага, вам вопрос. Вот этот человек говорит, что по сути, я насколько понимаю, в других мы просто это уже не успеваем технически все показать. Из его утверждения в Крыму все хорошо, а все, что происходит, это вот какие-то махинации люди делают, им делать вот больше нечего, ходят с телефоном, снимают. И это вот, как он выразился, инфоповод для раздутия вот на международном уровне. Что скажете по этому поводу? Вы знаете, и я стараюсь в эфирах избегать каких-то очень эмоциональных выражений. Но в ситуации, когда 73 человека лишены свободы, более 113 малолетних детей, в некоторых семьях есть больные дети, очень больные дети, в некоторых семьях очень многодетные, это крымско-татарские семьи. Ситуация, когда практически весь народ пытается тем или иным образом помочь такого рода семьям. Человек, который, сидя в студии, заявляет о том, что в Крыму, мол, все нормально, и вот какие-то непонятные люди бегают со смартфонами, а лешку, что есть такие смелые люди, может быть, они внутри и боятся, потому что у них тоже есть семьи и дети, но они это все снимают для того, чтобы такие негодяи, как Айдер Исмаилов, не могли утверждать на весь мир, что в Крыму все хорошо. Ведь было время, когда российские оккупанты начали преследовать именно стримеров, тех, кто пытался снять и показать на весь мир, что в Крыму жестоко преследуются крымские татары. В условиях, когда оттуда выжили АТР, Крым Хабер Ажансасы, Мейдан, в условиях, когда там только лишь работает код телевидения, которое полностью под контролем российских оккупантов, и Айдер Исмаилов пытается, видите, вот вся сущность этого человека в том, чтобы избежать говорить то, что вокруг него, объективно, и чтобы не объяснять, почему это происходит, а попытаться дискредитировать тех, кто помогает как адвокаты, или кто освещает эти горестные, трагические события, чтобы весь мир обратил внимание на крымских татар. И знал хотя бы, что происходит. И знал об этом. Поэтому, здесь оценка может быть... в принципе, я немножко горячусь, но крымские татары, наши соотечественники, которые живут в Крыму, они знают это и без моих пояснений.